Круглый стол организовали Абхазский институт гуманитарных исследований, историко-мемориальный музей Нестора Лакоба, Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, а также Национальная библиотека. Разгром Абхазского научного общества, репрессии против ученых и археологическая переписка из Метехского замка. Доклад с таким названием зачитал замдиректора историко-мемориального музея Нестора Лакоба Станислав Лакоба. По словам Лакоба, профессиональных ученых абхазской национальности в 20-х годах в Абхазии еще не было. Он отметил, что в 1922 году первым председателем Абхазского научного общества был профессор Фальбург. Считалось до недавнего времени, что Герман Барач был, но на самом деле был профессор Фальбург несколько месяцев, а потом бессменным руководителем был Герман Барач. Биолог, ихтиолог. В общем, они все были с университетским российским образованием, и была очень мощная плеяда историков, ученых. Проводились большие исследования, издавались бюллетень, известия, другие печатные материалы в 20-е годы. Они были очень широко известны, и не всем это нравилось. Особенно не нравилось это в Тифлисе. В Тбилиси не нравилось, например, что здесь собралась такая интеллектуальная среда в Абхазии, которая во многом даже превосходила то, что происходило в Тифлисе в этот период. С докладом выступил и известный абхазский ученый Олег Бгашба. Свое выступление он посвятил истории Абхазии на рубеже веков. Именно так и назывался его доклад. В 1978 году вышла книга Воронова «Вопрос в мире архитектурных памятников Абхазии». В Москве, представляете, вышла книга впервые в Москве, и, значит, там в предисловии написано, что коренным народом, это впервые, коренным народом является Абхазия, а вообще про грузинов там ни слова не было. И в Грузии очень рассердились, а где же были грузины? Очень большой шум пошел. По регламенту каждому выступающему докладчику отводилось 10 минут. Историческая тематика круглого стола объединила узкий круг ученых. Более 2 часов выступающие рассказывали интересные факты из истории Абхазии. Нала Чхинджерия, Руслан Орлов, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.